Фонды Абхазского государственного музея насчитывают обширную коллекцию артефактов. Большая часть предметов годами ждет своего часа в хранилищах. Нынешняя праздничная программа позволила временно расширить привычные залы. Значит, материалы новые, то есть много всего, что надо делать в музее. У нас очень много поступлений. В фонды ежегодно поступают новые материалы. Их надо изучать, и надо описывать. Им надо, если что-то новое, обязательно мы должны это обязательно в экспозиции использовать. Первая экспозиция «Птицы водного и околоводного пространства» сосредоточилась на глобальной теме сохранения орнитофауны республики. Территорию Абхазии пролетает до 300 видов птиц, и среди них, естественно, есть виды, которые являются редкими, чье количество постепенно сокращается. Например, у нас представлена колпица, которая занесена была еще в Красную книгу СССР, то есть ее количество находится под угрозой. Если вы обратите внимание на белого и черного аиста, для них тоже постоянно наблюдается сокращение ареала. Серый журавль тоже находится в региональных красных книгах. То есть это птицы, которые нуждаются в защите, нуждаются в охране. Следующая экспозиция получила название «Хабща». В этом пространстве этнологи рассказывают о весенних праздниках, а главным символом экспозиции стал древний ритуальный сосуд. По словам специалистов, этот предмет на протяжении веков сопровождал ключевые традиционные обряды абхазов и сохранил свою культурную значимость до сегодняшних дней. Хабща – ритуальный сосуд. Не только мы говорим о ритуальном сосуде одного, нет. Дело в том, что у нас вообще все традиционные обряды связаны с ритуальным сосудом. Открывали в определенное время для посвященного нару Богу вино, которое, в общем-то, было закопано в глиняном сосуде с древних времен до сегодняшнего. Да, находится вот этот интересный сосуд, который мы всегда окружает нас во всех традициях. Следующая выставка «Сакральная Абхазия. Вера, традиция, синкретизм» объединила в одном зале святыни разных конфессий. В зале представили картину Гивис Мыр с пантеоном абхазских богов, христианские реликвии XIX века, предметы католицизма, старинный экземпляр Корана конца XIX века, а также Коран на абхазском языке. Представители религиозных общин сами передали эти раритеты музею на время акции. Хотелось сказать, что мы вот в таком маленьком зале смогли представить многие конфессии, которые сегодня существуют в Абхазии. То есть даже в названии нашей выставки специально мы слово подобрали «синкретизм», чтобы подчеркнуть, об этом говорили всегда и наши видные ученые, об этом говорили и многие гости, которые приезжали, что религия на территории Абхазии существует мирно, и все с уважением к этому относятся. Экспозиция продолжит принимать посетителей до 21 мая. После этого редкие предметы вернутся к владельцам, а коллектив музея начнет подготовку к празднованию 110-летия со дня основания учреждения. Арестит Каракасиди, Владимир Капуза, Абаза ТВ.